Здравствуйте. Я прошу прощения, не все от меня зависит. Я не всегда управляю своим временем. Альбина. Очень приятно. Константин Борисович, чувствовалось некое давление сверху. У меня только один голос. Не я принимаю закон. Таким удостоверением депутата сейчас не покозыряешь. Никак. Вы рыбак. Все больше становлюсь виртуальным рыбаком. Критика посыпалась. Нет. Нехорошие журналисты. Бывает. Будет ли 7-й созыв? Ну, давайте не будем, наверное, этот вопрос. Константин Борисович, вы, наверное, уже привыкли к тому, что вас называют бессменным спикером парламента. Привыкли, наверное, к тому, что каждый раз возникают кулуарные разговоры. Вот пройдут выборы, председателя поменяют. Вот придет новое руководство республики, председателя госсобрания обязательно поменяют. Это, видимо, к сожалению, участь любого политика. Но я не исключение. Я просто не обращаю внимания на эти разговоры. То есть никак не реагируете? Никак. Вот эти три режима, они кардинально разные в отношениях двух ветвей власти. Вот говорят, что был жесткий, авторитарный режим управления. Далее была некая оттепель, сейчас что-то смешанное. Вы испытываете вот это вот разный характер управления республикой именно на законодательной ветви власти? Законодательная ветвь, она всегда, согласно своему статусу, реализует полномочия. Поэтому мы напрямую не зависим от настроения органов исполнительной власти, хотя взаимодействовать постоянно приходится. Были моменты, когда чувствовалось некое давление сверху? Вы знаете, давление, такое понятие, оно всегда присутствует. Ну, что называть давлением? В виде рекомендаций, или пожеланий, или предложений. Назвать это давлением даже язык не поворачивается. Это нормально. Рабочая обстановка. Давление – это, наверное, когда тот случай, когда говорят, вот нужно закон принять именно так, вот именно вот в такой формулировке, так скажем. Надо исходить из того, что у меня только один голос, не я принимаю закон. Константин Борисович, вот ваше генеральское прошлое, оно помогает в нынешней работе? Быть может, какая-то дисциплина, точность, пунктуальность? Все же депутаты равняются на спикера. Ну, в какой-то степени, видимо. Я люблю порядок, люблю, чтобы законодательные инициативы проходили в срок, чтобы не залеживались, ну и чтобы люди добросовестно относились к выполнению тех обязанностей, которые на них возложили. Сейчас журналисты тоже активно следят за этим, всегда смотрят, пустуют ли места, не спят ли на заседаниях депутаты, даже опросы проводят, в курсе ли они, какой они бюджет принимают, задают каверзные вопросы. Вы читаете это в прессе? Безусловно. Потом? Безусловно, все читаем, и мы не в вакууме живем. Здесь что нужно отметить? У нас всего 23 человека работает на постоянной основе из 110. Остальные депутаты совмещают свою профессиональную деятельность с депутатской. То есть депутаты, они как бы на общественных началах. То есть зарплату не получают? Зарплату не получают. Мы, естественно, в этой связи не можем к ним применить какие-то методы принуждения, заставить их. Многие приезжают из-за Урала, часто едут, кто-то заснул, кто-то... Бывает, но очень редкие случаи. Но если кто-то... Я один только такой случай видел как раз из сетей, когда один депутат нечаянно, может быть, он очень спал. Да, задремал. Сети сразу схватили эту тему, и она стала достоянием активного обсуждения. Мы провели работу и просим депутатов высыпаться накануне заседаний. Да, и всегда быть в теме того, что обсуждается. Но у спикера в основном методы убеждения. У нас не строятся отношения на принципах подчинения подчиненности. То есть у спикера должны быть какие-то способности психолога? У нас нет возможности принуждать к исполнению обязанностей, повторяю, только убеждения. Но психолог, конечно, психологические методы, их никто не исключал. Считывать настроение. Да. Ваша работа за спикера за эти годы поменялась? Понятно, что меняются созывы, меняются люди, сам состав депутатский. Но если вот взять, несколько лет назад бюджет заносили на тележках, теперь он электронный. Когда-то казалось, что Курултай – это такое особое, обособленное место. Сейчас онлайн-трансляции, публичные слушания. И сейчас в тележках тоже на тележке завозим. Но это, правда, один вариант, только один экземпляр. В основном используем, конечно, электронные носители.
Что касается изменения характеристик, параметров моей работы, но она меняется, новые вызовы, новые люди, они требуют и нового отношения, новая политическая обстановка, новый набор общественных отношений, которые не остаются неизменными, которые требуют своей регламентации при помощи правовых документов. Все это имеет место. Если первоначальные созывы у нас в качестве депутатов были, вы знаете, и премьер-министр был депутатом, у нас не было разделения фактически на законодательную и исполнительную власть. То есть органы исполнительной власти участвовали в формировании законов, непосредственно голосуя за них. То постепенно где-то были приняты документы, которые более четко разграничили обязанности исполнительной и законодательной ветвей власти. Сейчас уже совершенно другие люди работают, они меняются, идет постоянная тенденция к омоложению, приходят новые, иногда более креативные, чем в предыдущем составе депутаты, которые с идеями, с мыслями новыми. Вот, кстати, вы за опыт или за молодость? Был же такой тренд на омоложение. Как к этому относитесь? Вы знаете, у нас Конституция, закона не предполагают каких-то преференций в отношении возрастных категорий населения. Сколько должно быть лиц пожилого возраста, сколько должно быть молодежи. У нас все имеют равный правовой статус. Один набор прав и обязанностей. Что касается возрастных характеристик, посмотрите, уважаемые парламенты в этих же Соединенных Штатах Америки, в Англии, там очень много депутатов, которыми за 90 лет, и которые выполняют качественно свои обязанности, и избиратели отдают им предпочтение, может быть, перед молодыми коллегами. А вот эти онлайн-трансляции, публичные слушания, это не излишняя демократия? Она не мешает? Я не понимаю, что такое излишняя демократия. Демократия – это власть народа, она лишней не бывает. Приятно слышать из уст спикера, что демократия лишней не бывает. Вот помнится, когда я была совсем маленькая, наверное, как раз-таки 25 лет назад, когда госсобрание только формировалось, было такое мнение, что депутат – это некий такой недосягаемый, закрытый человек. Сейчас соцсети, заходи в любую, и вот он, пиши ему напрямую. Но изменения коснулись и такого вопроса. Если, скажем, даже при советской власти депутаты обладали депутатской неприкосновенностью, то сейчас от депутатского иммунитета ничего не осталось. Они также являются субъектами любых уголовных дел, которые возбуждаются, и не требуется определение позиции депутатского корпуса в отношении дать согласие на проведение следственных действий или не дать. Таким удостоверением депутата сейчас не покозыряешь. Никакими преференциями депутат в отношении их законом не обладает. Депутат уже не тот, что вчера был, что он постоянно меняется, он постоянно новый, он постоянно адекватен тем вызовам, которые да, это важно, время, чтобы депутат был адекватен. Диктует. Ваш самый лучший улов? Около 9 килограмм. Засиделись? Я не беру во внимание количественные показатели. Ваши личные законодательные инициативы проходили? Но они все через меня проходят. Мужчины в законах разбираются лучше? Нет. Где вас можно встретить? С собакой гуляю. Нехорошие журналисты. Бывает. А в соцсетях, Константин Борисович, вы сами их ведете или помощники у вас есть? Да, я в основном веду. Помощникам иногда просто надиктовываю, я когда быстро, когда не хватает времени. А так я всегда читаю, всегда реагирую, отвечаю. В теме бываю, отвечаю. Там больше рабочего, а вот такого частного очень мало. Вы рыбак, да? Я слежу за вашими соцсетями, фотографии. Наверное, все больше становлюсь виртуальным рыбаком. У меня много рыболовецких разных принадлежностей, но, к сожалению, настолько график работы у меня плотный, что не всегда дается возможность. Ну, бывших рыбаков все же, думаю, не бывает. Да, теорию хорошо знаю, и радуюсь, когда от кого-то слышу. А воспоминания о лучшей рыбалке? Где у нас самая лучшая рыбалка в Башкирии? Наверное, у нас есть ряд водоемов, но они все капризные. Та же Павловка, наше Павловское водохранилище. На Каме очень неплохая. Говорить, что постоянный клев, этого, к сожалению, нет. Это надо попасть в удобный день, в удобную погоду, с соответствующим давлением. Ваш самый лучший улов, он был где?
Ну, у меня был улов, эта щука где-то вот около 9 килограмм. Это имеется в виду по Метр размерам. длиной. По размерам. Я не беру во внимание количественные показатели. Ну, ловил тайменей. Я любитель еще сплавляться. Всегда несколько дней нахожу для того, чтобы уделить этому определенное количество времени. Биологический образ жизни, полное отключение интеллекта, никакой связи. Это очень интересный вид отдыха. То есть без связи. Да, ну сейчас и находят, к сожалению. Сотовая связь все более и более становится доступной. Разветвленный. Вы довольно-таки активный пользователь соцсетей, отмечу. Вы всегда одним из первых среди верхушек власти, так скажем, высказываетесь по самым проблемным вопросам, что бы это ни было. Вспоминается ваш пост о смертной казни, аналогия для бездетных. Мне почему-то это запомнилось. А через какое-то время этот пост, так скажем, видоизменился, или у вас появился следующий, так скажем, вы чуть-чуть исправились. Почему? Критика посыпалась? Нет, просто немножечко некорректно изъятие было из этого поста, поэтому я просто вынужден был дополнить свою мысль. Внести поправочку. Дополнительным аргументом. Помощники ошиблись? Нет, это, видимо, это... Или это тот случай, когда выдернули из контекста? Да, и стало достоянием не то, что я хотел сказать. Определенное извращение текста. Нехороший журналист. Бывает. Вернемся к коридорам парламента. У нас, вернее, у вас в Госсобрании много старожилов. И как вы к ним относитесь? Это те, кто засиделись, или они действительно так нужны? Вы знаете, я очень дорожу вот этими нашими пожилыми взрослыми депутатами, которые не один созыв. Я очень радуюсь, что их опыт востребован, что их знания, их добросовестность, они являются примером для депутатского корпуса. И при помощи их это дается возможность сохранить традиции, которые наработаны в Государственном собрании. Много их у нас? Нет, я не сказал бы их много. У нас последний созыв примерно на 3/4 обновился, 75% новых депутатов. Но те, которые были с предыдущих созывов, они востребованы и показывают хорошую эффективность в своей работе. Есть такое понятие, как рейтингование парламентов регионов, так скажем, по их эффективности, по количеству законодательных инициатив. Вот как выглядит парламент нашей республики на карте всей страны? Мы в красной, зеленой зоне или где-то посередине? Ну, я здесь могу просто порадоваться той работе, которую мы делаем. Относительно других субъектов федерации мы являемся лидерами на протяжении уже многих лет по количеству законодательных инициатив, которые приобрели статус федерального закона. Это говорит и про проработанности, и профессионализме нашего депутатского корпуса, и то, что мы направляем те материалы в Государственную Думу, которые действительно служат делу совершенствования федерального правового поля. Ваша личная законодательная